Я, уйгурка из Урумчи, приехала в знаменитый университет Тунцзи. Это очень известный шанхайский университет. Кадрия Курбан. Преподаватель специальности «Музыкальное исполнительство» Института искусств и медиа Университета Тунцзи. Дирижер оркестра Университета Тунцзи. Приглашенный дирижер симфонического оркестра Урумчи. Художественный консультант молодежного оркестра Шентан округа Уцзян. Как ты сюда попала? Уже сколько лет? С 19-го года. Тогда ты, наверное, хорошо знаешь этот кампус. Проведи меня, посмотрим. Ты же говорила, что есть аллея Сакуры, очень красивая. Где это? Отсюда недалеко. Давай сначала поедим. На днях я посмотрела один фильм. Там рассказывалось о женщине-дирижере. Да-да-да. Раньше я не очень хорошо разбиралась в этой профессии дирижера. Не говоря уже о женщинах-дирижерах, а после того, как я посмотрела этот фильм, я подумала, вау, как женщине занять свое место в этой профессии дирижера. Говоря о специальности дирижирования, многие люди приходят в концертный зал, они говорят, ой, мы идем посмотреть концерт, чувствуем, что один человек наверху машет палочкой туда-сюда. Но на самом деле его роль, я считаю, это душа оркестра. Его роль не в концерте в тот день, вся его роль должна проявляться в работе над репетициями. Когда ты ведешь машину, ты смотришь на навигатор, верно? То есть ты ведешь машину, а навигатор дает направление. Мы даем им это чувство направления. На самом деле, дирижер использует периферийное зрение. А вот и Институт искусств и медиа. Да, я в Институте искусств и медиа на специальности «Музыкальное исполнительство». Работаю преподавателем. Вау, и каково это, когда тебя называют «учитель»? Очень приятное чувство. Это я. Специальность «Искусство и медиа». Только тогда, это был 19-й год, я впервые поступила на работу в университет Тунцзи. 31 декабря в Большом зале состоялся мой первый молодежный концерт. Когда есть солнце, можно увидеть, как после обеда студенты приходят сюда. Они любят приходить сюда. Как здесь тихо и беззаботно. Шанхайская консерватория Шаньинь оказала на тебя большое влияние. Я знаю, что ты в детстве училась играть на фортепиано, и ты всегда хотела развиваться в музыке. Мне с детства очень нравилась сцена, но моя мечта осуществилась, как видишь, другим способом, через дирижирование. А мне очень нравилось танцевать, но мои родители не очень поддерживали. Позже я поступила на танцы. Дома были уже согласны. Но только потому, что у меня пропорции были не очень хорошие. Я думаю, мы с детства действительно мечтали о сцене. И, к счастью, мечты сбылись. Будь то большой экран или маленький экран. Если честно, мне тогда очень повезло. Государство ввело хорошую политику, поддержали нас. Они приехали набирать студентов в уйгурскую автономию. Тогда в рекламном проспекте было объявлено, что набирают на композиторский факультет. И я готовилась в этом направлении. А потом преподаватель, который приехал, оказался преподавателем дирижирования. В итоге я в первый день сдала композиторский экзамен. А когда ты поступала в Шанхайскую консерваторию, ты сразу выбрала факультет дирижирования или попала туда случайно? Или учитель сказал тебе, «Эй, ты тоже попробуй сдать на дирижирование». Тогда я вообще не знала, что такое дирижирование. Я немного изучила несколько стандартных движений. Потом на следующий день пошла сдавать экзамен. Когда, наконец, пришли результаты, действительно, очень повезло, что я поступила. А ты еще говорила, что позже ты стала лучшей на курсе.
Возможно, я с детства не проходила такое профессиональное обучение, но когда я пришла в Шанхайскую консерваторию, я обнаружила, что у многих однокурсников с детства была хорошая музыкальная подготовка. С первого на второй курс у меня была депрессия. Тогда у меня была огромная учебная нагрузка. На самом деле, для меня это было очень мучительно. Так я провела время с первого по второй курс. Но, когда я пришла в Шанхайскую консерваторию, я поняла, что на самом деле я очень люблю это дело. И мне хотелось делать его хорошо. Но я считаю, что мне по жизни встречались благодетели. Один старшекурсник тогда сказал мне такие поддерживающие слова, что я буду благодарна ему всю жизнь. Он сказал: «Тебе не нужно так напрягаться. Просто шаг за шагом упорно продолжай стараться, и все проявится». Когда выпадает редкий шанс учиться в такой академии, ты, наверное, особенно ценишь это. И я каждый день училась как черепаха из сказки «Черепаха и заяц». Когда я перешла на третий курс, у нас впервые появился предмет по инструментовке. На выпускном экзамене вижу, я получила самый высокий балл. Это отлично. И тогда я была очень удивлена. Вот и отдача от упорства. А потом мой первый выход на сцену. Мой первый раз в настоящем профессиональном оркестре — это было на третьем курсе. Внизу все старшие, уважаемые люди. Это был симфонический оркестр Шанхайской оперы. И перед выходом на сцену сердцебиение я чувствую, оно уже вылетело наружу. И ладно бы это, но я не знала, есть ли звук. Как ты научилась успокаиваться, чтобы справляться с такими масштабными событиями? Во-первых, время. Сейчас, вспоминая тот день, я не думаю, хорошо ли я тогда отмахала. Потому что процесс становления внутренней силы — это долгий процесс. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с разными оркестрами, это вызывает у меня огромное психологическое давление. И каждый раз вызов тоже разный. Да, и профессиональный уровень тоже. Сколько лет ты уже занимаешься этой специальностью? С 2008 года уже 15 лет. Пока я занимаюсь этой профессией, даже если я на преподавательской должности, я каждый день работаю со студентами, каждую неделю разбираю новые произведения. Меня это очень радует. Это не дает мне остановиться. Каждый день я прогрессирую. Каждый день сталкиваюсь с новыми проблемами, потому что студенты меня еще больше тренируют. Тебе нравится эта профессия? Очень. На самом деле, раньше, когда мы с тобой разговаривали, я замечала твою страсть к ней. Потому что каждый день я изучаю новые партитуры. Это означает учиться каждый день. Это не дает мне остановиться. Думаю, я не удивлена. Да, так я прогрессирую. Что касается роли оркестрового дирижера, тебе все же больше нравится твоя роль преподавателя. Как ты вообще пришла к роли учителя? Когда я поступила в магистратуру, а потом возникли семейные обстоятельства, моя свадьба, и я вернулась в Урумчи, в свою новую семью. Вернувшись в уйгурскую автономию, я пошла в филармонию. И в этом процессе тоже, по счастливой случайности, в Институте искусств уйгурской автономии сказали: у нас появился дирижер, вернувшийся после окончания учебы, можно ему поручить наш студенческий оркестр. И благодаря этому у меня появилась возможность преподавать студентам музыкального факультета некоторые базовые предметы, теоретические основы музыки. Оказалось, что я очень подхожу для роли преподавателя. И я из тех людей, которые готовы делиться с другими тем, что у меня на душе. И за эти несколько лет преподавания я не потеряла связь с возможностями выступать в Шанхае. Однажды я услышала, что университет Тунцзи набирает преподавателя. И как раз очень нужен был преподаватель по дирижированию. Я подумала, может попробовать. Когда ты перешла из Синьцзянского института искусств на работу в Шанхайский университет Тунцзи, твой муж поддержал тебя. Тогда он очень поддержал меня. Вся наша дальнейшая жизнь стала лучше.
Какие у тебя карьерные планы на будущее? Хочется, чтобы мои студенты не только видели на сцене необычную женщину-дирижера Кадрию Курбан, но и когда они закончат учебу и выйдут на профессиональную сцену, они помнили, что у них есть преподаватель Кадрия, который всегда их поддержит во всех начинаниях. Как и меня поддерживали мои учителя. В первом выпуске программы «Почему я выбрала тебя?» я подумала, рядом со мной есть такая талантливая девушка. Я считаю, что ты замечательная. Я очень рада, что могу дружить с тобой.